Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем о трагедии в центре Казани. Она вот здесь поскользнулась, автобус тронулся, и она попала под заднее сиденье. На улице Московская водитель автобуса сбил пожилого человека и переехал его супругу. Покажем, как внедорожник Audi заехал на Матиз. Я в светофоре красным остановился и чуть-чуть тронулся вот здесь. И как это произошло. А также дело о мошенничестве под видом инвестиций передано в суд. Взамен полученных денежных средств гражданам выдавались подарочные сертификаты или так называемые простые векселя, которые в действительности ничем не были обеспечены. Это и не только прямо сейчас. 86-летняя женщина сегодня утром погибла под колесами автобуса в центре Казани. Вместе с супругом она переходила дорогу на пересечении улиц Чернышевского и Московская. Шли по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Женщина чуть впереди. До края проезжей части оставалось всего несколько метров, когда она поскользнулась и упала на проезжую часть. Ее муж и еще один прохожий попытались поднять пешехода, но не смогли. В это время поворачивающий направо автобус сбил пожилого мужчину, а задним колесом наехал на женщину. 76-летний супруг погибший отвечал на вопросы автоинспекторов и одновременно принимал звонки от родственников. Каждый выражал соболезнования. Он рассказал, что с 86-летней женой пошли в поликлинику. Была запись на прием к лору. Один автобус остановился там сначала. Она вот здесь поскользнулась, автобус тронулся, и она попала под заднее сиденье. Донесли ее в автобус, она уже скончалась. Я тоже упал, он же ногу содрал. У меня такое ничего с ногой сейчас. Мне укол делали. Пассажиры закричали, этот самый крик. Потом он резко остановил. Смотрели, и она под колесо. До половины пояса. Ни водитель автобуса, ни кондуктор сразу не поняли, что произошло. Лишь выйдя из салона, увидели, как под задними колесами общественного транспорта лежит женщина. Очевидцы вытащили ее из-под автобуса и занесли в салон. Она еще подавала признаки жизни. Но до прибытия медиков от полученных травм скончалась. Водитель автобуса свою вину в произошедшем не признает. Говорит, людей не сбивал, а то, что кто-то упадет на проезжую часть, знать не мог. За рулем общественного транспорта 13 лет, и это первое дорожное происшествие. Очевидец говорит, что вы не виноваты. То есть, что они поскользнулись и под колесо. Она в сознании была еще там, вздохи делала. Я просто видел, что она уже бледная становится. На записях с камер видеонаблюдения видно, что автобус действительно остановился перед поворотом, но тронулся с места, когда люди еще не дошли до тротуара. Женщина поскользнулась и упала. Ее супруг вместе с прохожим пытались ее поднять. В этот момент автобус при повороте сбил пожилого мужчину и проехал по его лежащей на асфальте супруге. Для пешеходов это достаточно опасный участок дороги. Если проезжую часть можно спокойно перейти, то здесь в конце пешеходного перехода образовалась некая возвышенность из снега, а под ней прячется лед. Материал будет передан в ГСУ МВД ПРТ для принятия процессуального решения. Следователям предстоит дать оценку всем участникам происшествия. Степень их вины в произошедшем будут устанавливать уже в рамках уголовного дела. Нафиса Минязова, Лейсан Саитова, Вызов 112. Спустя 6 часов после этой трагедии на улице Восход автобус 10-го маршрута также сбил женщину. Она, по словам водителя, перебегала дорогу на перекрестке с улицы Соловецких Юнг. Пешеходного перехода в этом месте нет, до него 55 метров. Общественный транспорт задел пешехода правым боковым зеркалом. Водитель тут же остановил автобус и вышел узнать, сильно ли она пострадала. Впрочем, женщина, не сказав ни слова, покинула место происшествия, а мужчина сообщил о произошедшем в автоинспекцию. 2 человека погибли, еще 3 получили травмы сегодня рано утром в страшной аварии в Тукаевском районе Татарстана. На 5-м километре автодороги набережной Челны-Нижнекамск лоб в лоб столкнулись 2 иномарки «Сузуки» и «Шевроле». По предварительным данным, правила дорожного движения нарушил водитель японского автомобиля. Он выехал на встречную полосу. В результате дорожного происшествия пассажиры автомашины «Сузуки» и «Шевроле» от полученных травм скончались на месте происшествия. И серьезные телесные повреждения получили оба водителя и пассажиры автомашины «Сузуки» и «Шевроле». Госавтоинспекция призывает всех водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Внедорожник Audi на улице Гвардейская заехал на Део Матис. Забравшись на микролитражку, он все-таки остановился, а водители, приходя в себя, вспоминали, как один автомобиль смог оседлать другой, и стали решать, что же с этим делать дальше. Ситуация была нестандартная для обычной аварии, и чтобы ускорить процесс и все бумажные процедуры, водители хотели поехать в центр оформления ДТП, но не понимали, как это сделать, не нанеся автомобилям еще большие повреждения. Испугался? Я чуть-чуть, да. Водитель Део Матис рассказывает, двигался по улице Гвардейская осторожно, по левому ряду. Только накануне забрал машину из сервиса после ремонта двигателя. Автомобиль берег. Скорость большая была? Не, небольшая, даже Матис же. Я в светофоре красным остановился и чуть-чуть прогнулся вот здесь. Вот светофор рядом же. И вдруг увидел то, что на дорогах обычно не видят. После грохота перед глазами предстала нижняя часть двигавшегося сзади внедорожника. Я прямо ехал, и так получилось, не знаю. Своей вины водитель Део не признает. Говорит, у водителя Audi была большая скорость, иначе как он заехал на его машину? На камере есть, пусть посмотрит. Все, он просто обгон по обгону сделал там сзади. И так получилось. Как оказался перед едущей впереди микролитражкой, водитель Audi прекрасно видел. Но все произошло слишком быстро, чтобы успеть избежать столкновения. Его начал таскать, развернул и прям под меня, вот прям под мое колесо. Я по нему заехал. Мне кажется, что он виноват, но я не знаю. Такой же гололед, я в своей полосе, что я сделаю? Люди в аварии не пострадали, разве что материально. У Audi поврежден бампер. Водитель надеется, что других повреждений нет, но об этом судить было пока рано. Кузов Матиза в целом неплохо выдержал вес внедорожника. Но подвеске было тяжело, и ремонт предстоит серьезный. Водители после обсуждения решили для экономии времени поехать в центр оформления ДТП. Но как снять внедорожник с микролитражки, не причинив еще больших повреждений, не знали. Вероника Гайнутдинова, Дарья Кореева, вызов 112. В суд направлено уголовное дело по факту мошенничества под видом различных инвестиционных программ. Сотрудники Управления экономической безопасности установили, что с июля 2021 по апрель 2022 года двое казанцев активно собирали деньги, уверяя, что занимаются торговлей драгоценностями на маркетплейсах. Средства были нужны для увеличения оборотов и прибыли, при этом обещали неплохие проценты. Впрочем, как установили стражи порядка, все это было только на словах. Следователи установили законную деятельность мужчины для клиентов, имитировали. Официально создали потребительские кооперативы, которые открыли офисы в Новосавиновском и Вахитовском районах Казани. Вели документацию, демонстрировали предмет инвестиций – ювелирные изделия. В период с 2021 года по 2022 год на территории города Казани организовали привлечение и хищение денежных средств граждан под предлогом различных инвестиционных программ. Для совершения преступления они использовали потребительский кооператив. Согласно уголовному делу, будущим клиентам рассказывали, занимаются продажей драгоценностей на маркетплейсах. Рынок бездонный, спрос большой, прибыль огромная. Чем больше вложишь, тем больше доход. Вносить средства предлагали путем приобретения подарочных сертификатов и простых векселей. Люди верили, как установили следователи, часть полученных денег обвиняемые направляли на выплату процентов нескольким клиентам. Остальное просто присваивали себе. Никакой торговли драгоценностями в реальности не было. Не получив процентов, вкладчики захотели вернуть хотя бы вложенное, но не смогли. Среди пострадавших не только татарстанцы, но и жители соседних регионов. Следственной частью Главного следственного управления МВД Республики Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении представителей организации по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества». Также частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Это мошенничество». Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Злоумышленникам, если их вину в ходе судебного следствия докажут, грозит до 10 лет лишения свободы. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, вызов 112. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.